Муракаш хакла радио итлегенемер. Паян 2022 жылғы пушуехен вунвишемеша Таллин чавашлагалажает. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 13 марта 2024 года. Таллин говорит по-чувашски. Хакла пирн радио каларма тимлегенесем. Чуваш культурибек заклаганесем. Паянги каларман калажующим хине малала кустарма вахат шитреде. Исир кусаманда кедесе шансадратпар. Чынмалданах серебрнеде анча хирцегайны уя басаламлатпар. Пикесем, шидинеген маттурказем, чевел-чевел челхеле пәче херті пренчикесем, келеде онашу сире. Пурнышыр, кылгал бұдар, савындараган самантсем шиделіклі болчыр. Халя паянхи кыларман тәп шухышы жинчен кескен калысақ вары бір. Ебір сире пирін халық чілгіне тада унын мен авалдан пуштарына осхагыл нетіп чеген шинпурна жебе дюла мыссарош пирги шинчен шынерен каласа барашшын. Шак кунзенде эстонире тван чілге куня. Она пужуйген вундваттым жынде числашы, шаунба да кукалашу вағытла. Халхи кунрада тірлі тінче кедесінче бұрнаган чывашсем халық елы ергене сықлазақ бармандыры жайшы. Евір бұлзасында чываш чілгене де асрады дайшы. Ебірде хамырын каларым сенде шактып шуғшынчен негісленетпір. Кыларыма ағалжухнехи бегей халық кевесімме илемлейді. Халық юррезем де візем хушынче пуляж. Дорогие радиослушатели, всех, кому интересна культура чувашского народа, в самом начале передачи мы хотим от души вас всех поздравить с чудесным праздником весны. Только на днях огромная часть мужчин была озадачена тем, как порадовать своих близких, мам, сестер, дочерей, любимых и поздравить с красивым днем 8 марта. Присоединяемся к этим поздравлениям. Счастья вам всем! Пусть ежедневные заботы будут в радость. Ваша жизнь озаряется теплом души окружающих вас людей. Ну а мы сегодня приглашаем присоединиться к нам и послушать рассказ о венгерском ученом, который свою жизнь посвятил этнографии. Речь пойдет о Дюла Мессарош. И это неспроста, потому что завтра в Эстонии день родного языка. А язык, несомненно, душа каждого народа. Поэтому и поговорим о человеке, который помогал в деле сохранения нашего языка, совсем небольшого народа. Надо отметить то, что в различных уголках огромного мира, где сейчас проживает много чувашей, сегодня возрождаются те традиции, которые живут в виде приготовления различных традиционных блюд, соблюдения обрядовых традиций, и люди с гордостью вспоминают свои корни и стараются даже вдали от родины сохранять и свой язык, несмотря на то, что это совсем непросто. Украшением нашей передачи послужат старинные гостевые песни в исполнении популярных современных певцов и артистов. Паянхи кыларма уяв ушкан шырандараган тагыр жулбала юрбабышлатпыр. Паллах шак ушканын пулдаруллах не езір піледер. Шанзадыратпыр. Паян да візем пулдаруллах бе комылла тулдараядыр. Самахран галасан ку ушкана водоршулытланде Зинаида Алексеевна Козлова-Ерце брать. Первый музыкальный подарок вам от нас – это песня «Тагар Шулбала» по ровной дороге в исполнении уже знакомого по предыдущим передачам фольклорного коллектива «Уяв». Напомним, что этот коллектив известен далеко за пределами Чувашии как один из аутентичных коллективов, а мы тоже не один раз вас уже знакомили с его творчеством. Коллективом более 30 лет руководит Зинаида Алексеевна Козлова. Многие песни ею собраны в этнографических поездках в разных ареалах, где живут чуваши. Yeah.
Паян юптару урых халыхран тухныскер осчахпа шихынны дезе каларымырынды. Дюла Миссарош пинде сагыршыр сагырнышым шулда Венгринже сакч ятлы хулара журална. Пинде догыржыр алла шичімі шулда Америкара Нью-Йорк хулинже шірегені. Бұл пиріншін чынжын тәслік пулма бұлдарайд. Мінжін десен, шак венгр халық ежінден тухны ысчақ пулсан да, тірек халық езенбе қызықланны гынамар, візен күн жүлізене тіпчене. Халық пулдарулық не бұштарына пәрбір халық пұрны жібе, елі ергебе, культуригбе, тіпчегене бұлна. Бұл венгринже мұжере ішлене. Пинде дұғыршыр тваттымыш, пинде дұғыршыр ұлтымыш ұлзенде бұл Константинопольде туркызен чілгене вренне. Пинде дұғыршыр ұлтымыш ұлғи кіргуннерен пұшласа, пинде дұғыршыр саққырмыш ұлғи нарыс уйығы ченех, хузан тада чымбір кібернесенже ішлене. Тіптілеве унын чываш чілгене вренесі, халық пұлдарулығы бе, тада әліхи тәнебе шиғынса дыраган ела ергезене тіпчесі, тада ширза елесі. Халық пұрнышын енізене, пағалықне, культурине пұштарза жидересі. Күтіпче Венгрия комитеджен халық хушинже хевелдуғыш тада вода ажинже тіпчеген пайы ирік паны бе пұшланна. Шак шул жүреврен таврынзан Дюла Миссарош пинде дұғыршыр цакырмы шулхи шуыйықын Ширинбилік мәжінде Венгрия Ослолық академиян ларавенже хойын әжізем жинжен підімлетсе білдерейд. Шак іш адылдархынде чывашсембе тударсем хушинже ятлыскер венгр челхибе этнографии вунды хырмаш пиджет кыларменже дұғад. Хевелдуғыш тада вада ажиын халық күншілісене, тапхарызене, чілхизене, авалхи халықсен культуризене, халық пұрнашын енезене тіпчеген вырыспайын хыбарасем, пинде дұғыршыр тұқырмыш шулын ага уйығынже, шак пілдерве тұқырмыш пайынже вырыслагыларашы. Шак кенеген піреміш пайне, Шубашкарда иге бинде иккеміш шулда күжарсағыларашы. Купирым вали тыван халық әліхитәне елайырги шинжен пәлі илмелі месліцінжен, паха тәсліхсінжен пәри. 2002 год в Чувашии ознаменовался интересным событием. Переведен и выпущен осуществленный Чувашским государственным институтом гуманитарных наук первый том книги Дюла Миссарош «Сборник чувашского фольклора» под названием «Памятники старой чувашской веры», который был издан впервые в Будапеште в 1909 году объемом 471 страницу. Миссарош Дюла родился в Австро-Венгрии, город Сакч, в 1883 году, скончался в Нью-Йорке в 1957 году. Это венгерский тюрколог, фольклорист, этнограф, музейный работник. В 1904-1906 годах он в Константинополе изучал турецкий язык. С осени 1906 года по февраль 1908 года Дюла Миссарош находился в научной командировке в Казанской и Симбирской губерниях с целью изучения чувашского языка, фольклора и этнографии. Командировка ему была предоставлена Венгерским комитетом Международного общества Союза Средней и Восточной Азии. По возвращении из командировки Дюла Миссарош 25 мая 1908 года выступил с отчетом на заседании Венгерской академии наук. Отчет под названием «Среди чуваш и татар Поволжья» был опубликован на венгерском языке в 19-м номере журнала «Этнография». В апреле 1909 года этот отчет опубликовали на русском языке в известиях Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях. Черетли Юра, Александр Носиков по Александр Ильин Юрлаща. Следующая песня прозвучит в исполнении Александра Носикова и Александра Ильина. И она называется «Эмер-эмер» – «Веками, веками». Шитсе пынаран, еле емер шитсе танаран, переберне курас
kurasasına tostava, yorulamadı savunmava. Tereberine kurasasına tostava, yorulamadı savunmava. Emir perle polnaran, emir perbik polnaran. Tereberine kurasasına tostava, yorulamadı savunmava. Tereberine kurasasına tostava, yorulamadı savunmava. Kılmalar zemiltini pulnaran, kujelime serketse tanaran. Tereberine kurasasına tostava, yorulamadı savunmava. Tereberine kurasasına tostava, yorulamadı savunmava. Kurna şamara tolle polnaran, kunran konak kuysa pınaran. Tereberine kurasasına tostava, yorulamadı savunmava. Tereberine kurasasına tostava, yorulamadı savunmava. Emir şitse pınaran, emir şitse tanaran. Tereberine kurasasına tostava, yorulamadı savunmava. Tereberine kurasasına tostava, yorulamadı savunmava. Tereberine kurasasına tostava, yorulamadı savunmava. Таврынсан хойын шул жүревін тіптілебіне вол підімлетсе шагынбек хынландарай. Пинде тоқаршыр ултымы шулда Венгри комитеті венгерсен валип, пілдерішлі чвашхалық чілге филологине тіпчеме она адыл тұрықне ярай. Тірлі жерде пұрнаган чвасен падынже майпул надаран нумайрақ халық пулдарулық тіслігізене пұштарма. Тілінмелі біріншін, чваш варынжен тухна жінземшін, шагында бұдан садырайд. Дюлами сарош пирын халық ела ергізене лайықрақ онланас десе, хойын шул жүревне чваш чілхине вренненжен пұшлайд. Бұл ана 3, тада вирял, тури чвашсен чілхин майызене вренейд. Бұл ширна кенегезене вуланы май онланмады пулайд. Бұл юратса тада перегетлін, кашны самахада, юррада, юмахада жүрзаилна. Шул жүреве бұл хузандан пұшланна. Учительзене хадырлеген семинарире вол вренеген шамрыксембе баллашат. Вара візенжен чваш чілхине вренме дыдынайд. Анжақта тудар чілхи пирін чілхи адалановне худшынныне туйзаилне бірге тудар чілхине де врензе жидейд. Хойгалана дыры шулдырышыбек тіптеве вішлезе тыван енне таврны ченей тудар чілхибе анлан узы курайд. Хузанда дюлами сарош пинде дағрышыр шитчаме шулхи шукунезем шидиченех пурнайд. Увығы тра шулзем асфальт сарны ишзем пулман вәтха. Шауынбақында шулзем типсе шитме кетмеле бұлна. Анжақта пулдарулы тіптевші вғыда ағалек сая яман. Хузанра шитмәлбілік шухрымра вырдаган түбен корса ялневыл кайса хойын тудар чілхиз смақсарне тулдаратте, тудар халық пулдарулық меслежесенбе тісліксене шырзайлейд. Тудар кәллезене бұштарайд. Хузандан вол чымбіргі берненчен таябай ялне адылбаанай. Куял ана 3 чвасен калашеве вырынезенже варренже вырдайд. Чілгере гунда вирял чвашзеннебе талнаштарсан әліхи чілге майесем ытлара хупранса юлна. Осенью 1906 года я был командирован Венгерским комитетом на Волгу.
рассказывает Дюла Мессарош, с целью изучения столь важного для венгерской филологии чувашского языка и народа, говорящего на этом языке. Главным же образом для собирания чувашского лексического материала на, возможно, более обширной территории. Для необходимых подготовительных работ я сначала поселился в Казани, где и прожил до весны 1907 года, пока дороги в Приволжье стали доступны, и я смог покинуть зимние квартиры и познакомиться с чувашами в их собственных жилищах. Изучение чувашского языка я начал уже в Казани, занимаясь с учениками тамошней учительской семинарии грамматикой, записями слов и чтением текстов. По мере того, как продвигались занятия, все более выяснялась необходимость ближе ознакомиться с языком приволжских татар, тем более, что чувашский язык в продолжении столетий находился под его влиянием. Оно продолжается и поныне, так что без знания татарского языка невозможно основательно изучить чувашский. Итак, еще в Казани я принялся за записи изучения татарского языка и освоился как с разговорным, так и с литературным языком. До конца путешествия я не прерывал сношений с татарами. Для завершения моих занятий и записей по татарскому языку я отправился ранней весной в татарскую деревню Тюбен-Карса в 75 верстах от Казани и провел там 1,5 месяца. В продолжении этого времени я дополнил материал для словаря, собрал много образцов народной поэзии, татарских суеверий и формул заклинаний. Отсюда через Казань я направился вниз по Волге, в область распространения чувашского языка, в деревню Симбирской губернии Тайбат-Таушева. Она лежит приблизительно в центре южно-чувашского диалекта, Анатри, главным образом того наречия, которое выработалось в литературный язык чувашей, и по сравнению с северно-чувашским диалектом Вирьял в наиболее чистом виде сохранила первобытные особенности. Терле ела ергесине теплен жерзаилнеде энде Дюла Мессарош тури тада Анатри чувашсен бадынче. И бир сере шак кенегине тупса вуламасы нетпер. Унын яже памятники старой чувашской веры. Изирунда эмерсем торышебе буштарна тәлінмеле халық пулдарулық не тупма булдарадар. Старинные традиции, сказки, предания, заклинания интересовали тюрколога Дюла Мессарош в Чувашии. И он их собрал среди чувашей как верховых, так и низовых более века назад. Этот огромный вклад в сохранение устного фольклора, он для нас бесценен. Если вам удастся найти эту книгу, то советуем вам не упустить возможность познакомиться с ее содержанием. Книга называется «Памятники старой чувашской веры». В заключение послушайте песню «Сик-тух» в исполнении Августы Уляндиной. Шагынбай бир паян хекаларма вишлетпер. Сирімбе малашнеде тіл буласа шанза уйрылат бар. Бірін кыларма ағал жүхнехи бегей хонықна вақыт трайтлеме бұлдарадыр. Кукаларама қадірлегенсем Ираида Захарова, тада Ингрид Янс, сазы режиссера. Ерце бұраганя Ираида Захарова. На этом мы с вами прощаемся. До следующих встреч в эфире. Следующую передачу на чувашском языке вы сможете послушать в привычное время. Передача подготовлена Ираидой Захаровой и звукорежиссером Ингрид Янс. Ведущая передачи Ираида Захарова.